начнем с места в карьер. Дария Котиева. Я уже начала думать, так, я возьму свою истинную фамилию, а потом начала бояться, боже мой, а как же воспримут? И что, я каждый раз буду менять? Анечка, я сегодня уже не Котиева, да? Оказывается, мы и к Дарьи Лавровой привыкали. Я думаю, привыкнем. Всегда теплота. Я никогда не видела, чтобы кто-то на меня злился или что-то. Всегда это вот теплое, такое родное. Дария Котиева, Дая Кюн-Кынат, эстрадно-джазовая певица, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, член жюри вокальных конкурсов, тренер по голосу и речи, автор онлайн-курсов, отличник культуры и молодежной политики Республики Саха-Якутия. В разные годы становилась победителем и лауреатом различных музыкальных фестивалей и конкурсов как республиканского, всероссийского, так и международного уровня. Начинала карьеру в составе эстрадного дуэта «Кофе». С 2011 года выступает как сольная исполнительница. Даша, привет. Привет, Анечка. Вот тут немножко сразу начнем с места в карьер. Да? Был период, когда я тебя представляла как «Встречайте, Даша, кофе». Потом была Дария, причем Дария, не Дарья. Ну, были такие моменты, когда хотела сказать Дарья Лаврова. А сейчас? Я Дария Котиева. Дария Котиева. Что случилось? Вообще, знаешь, за последние годы очень много перемен в моей жизни, переезд, поступление в плане музыки, очень много развития, да, ну и свое горе, которые отпечатались все-таки в моей душе. И я поняла, что что-то не так идет, и нужно все-таки подключаться к роду непосредственно, чтобы получать силу рода. Я уже начала думать, так, я возьму свою истинную фамилию, а потом начала бояться, боже мой, а как же воспримут? Совершенно не якутская фамилия и не русская фамилия. Этот вопрос меня больше мучил изнутри, а потом в этом году говорю, боже мой, я съездила на отдых в мае в Дагестан, и я понимаю, что среди ущелий, я понимаю, что мне нужно... Приходит информация, что бери фамилию. Хотя у меня... Подожди. Дагестан и Котиева. Совершенно разные нации. Да, но именно... Котиева — это фамилия... Ингушская. Ингушская. Угу. А это чья фамилия? Это папина фамилия. То, что у меня в крови, оно проснулось, и когда я прикоснулась к ущелью, прям током меня. И я такая, все, я этим летом поеду и просто меняю фамилию. И я до СХ уже получила новый паспорт. И это было, знаешь, когда намерение есть, оно в моменте исполняется. Я даже не знала, что у меня так быстро все это получится. Я приехала, я получила новое свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени, фамилии и так далее. И в течение вот каких-то 10 дней я уже получила новый паспорт. Если бы что-то было бы не так, то, скорее всего, какие-то были бы затыки. Все сложилось так, как нужно. И я хочу сказать, что, поменяв фамилию, я даже внешне как будто изменилась. Такие внутренние энергии. Я тебе по-другому скажу, ты внешне изменилась, ты звучишь по-другому. Ты в музыке как-то по-другому воспринимаешься. Я, допустим, когда в последний раз тебя видела, то есть если бы я не видела тебя глазами, то я бы, скорее всего, никак не ассоциировала вот этот голос с тобой. Подожди, а Даша Кофе ты была, когда ты была с какой фамилией? Когда была Дашей Сидоровой. Так, это удивительно, конечно, но когда на долю одного человека выпадает возможность вот столько всего менять, имя — это же вещь определяющая, это же вещь ключевая. Конечно. Мы приходим в этот мир с собой, там, со своей душой, конечно, с какой-то своей миссией, да, и с именем. А у тебя вот это постоянный какой-то фристайл, да? Вот именно что. Поэтому я даже хочу сказать, что помимо своей основной фамилии у меня будет творческий псевдоним.
Потому что все-таки я считаю, что сколько раз бы у меня фамилия не менялась, извините, все может быть в жизни, и что я каждый раз буду менять. Анечка, я сегодня уже не Катиева, да? Оказывается. Поэтому... Я передумала. Да, я передумала, и вообще я выхожу замуж. Вот хочу нести только его фамилию, да. Поэтому... Ну, такой опыт же тоже был. Лаврова, Да. это же фамилия мужа. Да. И потом я, кстати, когда я вернула фамилию в род Лавровых, там тоже свои были перемены, которые прямо в течение нескольких дней я увидела эту разницу. Слушай, ну это, мне кажется, со стороны женщины творческой, со стороны женщины публичной и популярной, это было так сильно, это был такой манифест. Вот я беру фамилию мужа, я начинаю ее нести как флаг и везде транслировать. И мы к этому с некоторым сопротивлением привыкали, но привыкли, да, наконец-то. А теперь Еле ты говоришь, привыкли. а теперь ты берешь, разводишься с мужем, отдаешь ему его фамилию и говоришь, нет, я возвращаюсь к корням. Да, к истинным корням. К истинным корням. Да. Папа твой, ты с ним вообще виделась? Виделась. Общалась? В 21 году виделась. Впервые с ним встретилась. А так вы не общались? Нет, я даже не знала о нем. Мне много говорили о том, что у меня не якутская кровь, но я утверждала, что во мне есть саха. Я прям доказывала. Наверное, это доказывала через родную речь. Но я реально, Аня, я всегда думала, что я якутка. Я вот так и росла. Пока не переехала в Якутск поступать. Я поняла, что я вообще-то и не похожа особо. Но, живя в Итакиоле, я всегда чувствовала, что я якутка, что я немножко другая, но не так критично, да. И скажу больше, что все равно моя родина малая, сколько пропитана вот энергией моей родной. Но это же даты. колыбель якутской литературы. Конечно. И даже находясь вдали от дома, я наполняюсь через якутское пение, через наши звуки якутские. Самое интересное. То есть это внешне только я такая, а внутри все настолько... Ну, ладно, шокируй тогда меня. Как у нас будет звучать псевдоним? Подожди, я предполагаю, что это будет что-то все-таки очень татинское, да? Что-то очень якутское. Светлое. Да, конечно. Очень много, кстати, над этим работали, потому что я знаю, насколько ценно, когда мы несем какой-то свой код, который транслируем в мир. Это не просто так. И когда высчитывали, случилось, первый псевдоним был 8 августа, когда мне сказали, очень хорошо ассоциируешься с Кынат. Кынат. Угу. И самое удивительное, что в 2017 году я начала работать над альбомом «Кынат», который я создала в WhatsApp и кидала тут все идеи, но никаких задних мыслей. Потом у меня концерт «Рэм Кыната», вышел альбом «Тапталым Кыната», и я в этот же день после презентации на НВК своей песни, альбома, мне пишут, наконец-то пришла информация «Кынат Ко». И я такая, ну Ко, как-то я хочу ощущать себя зрелой женщиной, да, не девочкой, не девушкой, а уже состоявшейся, самодостаточной. Поэтому я сказала, Ко как-то не очень импонирует, возьму все-таки, а может просто Дарья Кынат. И как будто чего-то не хватало. И буквально на прошлой неделе, значит, я для того, чтобы масштабироваться в Россию, мне нужно все равно свою историю с этим Кынат. Пишу своей знакомой, которая пишет очень потрясающие стихи, Уличке Янсен, говорю, я все-таки беру новый псевдоним, мне нужно будет поработать над тем, как мне презентовать себя и историю свою грамотно преподнести. Угу. Потому что внешне я вот такая, да, русско-кавказская какая-то, а я же представляю Якутию. И я хочу звучать как истинная якутянка. Как бы они меня не воспринимали внешне, у меня в имени должно быть что-то якутское. Она мне утром, ночью-то, точнее, да, по якутскому времени, утром отправила, да, я Кюн Кынат. Ты же солнечная, говорит, ты же светлая, вот неси это. И оно так хорошо легло. Это было утро. Я собиралась на концерт в военный госпиталь, где было, на улице было мрачно, дожди и так далее. Поехала, и я рассказываю Яре. Слушай, говорю, сегодня утром получила новое имя, прям хорошо села. Хочешь послушать? Говорит, давай. Да, я Кюн Кынат. Она такая, у меня мурашки. Кому бы я ни сказала, у всех мурашки. И самое интересное, после концерта мы выходим, и там солнце. Везде солнце.
И я очень верю в то, что это имя будет нести очень светлые какие-то значимые такие, как правильно будет, Смыслы? смыслы. И работая с людьми, как мне сказали, крылья будут тебя дисциплинировать, чтобы Да. ты всегда порхала, была Мгм. свобода, полетность, творчество, все это было всегда при тебе. Кюн — это связь с Ну, отцом, это связь вселенская, которую тоже я несу в мир. В итоге Дария Катиева, Дая Кюн Кынат. Кынат. Как тебе? Вау. Пока сложно. Ага. Ну, мне сложно пока. Ну, с другой стороны, мы не такое проходили, да? Мы и говори. к Дарьи Лавровой привыкали. Я думаю, привыкнем. По поводу вот этих вот твоих амбиций, что на английском языке это тоже будет звучать хорошо. Да. Планы какие? Ну, у меня в любом случае масштабирование на мир. И я не хотела бы просто, не просто с простой фамилией, даже если оно красиво звучит, мне хочется запомниться. У меня связан с этим именем даже, сколько у меня событий произошло, чтобы я порхала, взлетала, Да. делала очень сильные шаги к себе любимой, к детям своим, да. И эта история будет многих вдохновлять, поэтому ассоциируется все равно с тем, что в моей жизни было. И на масштаб, конечно же, сейчас двигаемся в сторону России, потому что очень хочется... Я понимаю, что когда творческий человек не растет, и он все время в одном соку, на одном уровне, ему уже очень скучно, и как будто идет деградация внутри. Нет роста, нет питания амбиций. на месте, да? Питания нету, да, творческого. А в Москве это всегда есть очень много возможностей. А в Москве ты уже давно. Это же Третий не год. сегодня. Вот, третий год. Третий год, и ты там училась где-то. Да, до сих пор я обучаюсь у своего же педагога Ольги Синяевой. Плюс еще нахожу других специалистов. Сейчас я прохожу, кстати, актерские курсы. А я видела. Это тоже интересно. Я Очень посмотрю. интересно. То есть ты в процессе Я обучения. в процессе. И плюс ты еще преподаешь. Обязательно. Потому что человек, который поет, для того, чтобы понять себя, надо преподавать. Иначе ты не поймешь какие-то моменты в работе с людьми. Как ты можешь объяснить элементарно простым языком, если ты сам этого не прошел? Поэтому я очень рада, что обучаюсь. И никогда я не скажу, что я все, уже доросла. Я все равно буду искать. И очень хочется много ценностей дать женщинам. Какие-то женские продукты хочется создать. Ну смотри, здесь же всегда опасность существует. Люди, которые идут в преподавание, это же очень много таких примеров, когда, допустим, прекрасные педагоги там, набирают мастерскую даже в актерстве, да, и выпускают звезд, а при этом сами вот они только педагоги. Да, они не Есть реализуются как творческие единицы или тренеры больших спортсменов, олимпийских чемпионов. Сами они чаще всего даже не выглядят как спортивные люди, да, потому что это отдельная миссия. Как тебе удается это сочетать? Преподавать, быть педагогом, обучать людей и при этом не забывать о себе и так много делать для того, чтобы раскрывать творческий потенциал? Скорее всего, когда я работаю с людьми, я же чувствую, что у меня иссякает энергия. А это я восполняю через творчество. Если я все время буду отдавать и сама не наполняться через творчество, то какого-то качественного энергообмена как будто нет. И я понимаю, что если я преподаю, то я не забываю о себе. Какое-то условие внутри есть, что начинаю опустошаться, я иду фотографироваться, записывать песни, на какие-то свои курсы к своим педагогам даже элементарно. Либо беру новый материал, над которым мне хочется работать. И за эти 3 года я очень мощно, я прям горжусь собой, что я наконец-то поставила свой головной звук. Очень переходные нотки красивые стали. Микстовый западное звучание поставила, который я никогда не могла осилить. И я понимаю, как я работаю с мышцами, чтобы сделать качественное звучание. Самой помогаю, и от этого просто балдею. Ну, появилась связь с телом, да? Такая осмысленность. Да. Очень много понимания пришло по отношению к себе. Если раньше как-то нативно, интуитивно было, сейчас четкое понимание, что я хочу, как бы я хотела, а как мне нравится. Я даже приняв свое тело, мне сегодня, вот вчера прилетело, мне говорят: Даша, ты постройнела.
Я говорю, я просто полюбила свое тело. Я какие-то сверхъестественные нагрузки не брала и так далее. То есть насколько важно полюбить себя внутренне, принять себя. Ну, перестать бороться, да? Да. А я боролась. У меня было ощущение, что даже вот на этих актерских курсах у нас было задание самопрезентация. И что ты думаешь? Я все свои плюшки вытащила. Я. Вся такая серьезная. Я эксперт, вокальный эксперт, профессиональная певица, закончила что-то там более 15 лет. Моя ценность в этом. Да. Ничего я о себе конкретно не рассказала, но то, что у меня по дипломам, все я выложила. И что я могу дать, тоже выложила. А легкости не хватило. Как будто бы я все вот навешала, все свои дипломы, и это было так. Я смеялась над собой и сказала: боже мой, Дашенька, ну ты и так классная, давай, просто выгружай максимально естественно. Чуть-чуть сказала, кто ты, а давай теперь другую сторону, что ты любишь петь, танцевать, я не знаю, там, на мостике, там, не знаю, на шпагат садиться и так далее. То есть эти ценности я внутреннюю свою начинку где-то скрываю. И вот это важно было вытащить. А как девочки адаптировались в Москве? Доченьки? У тебя 2 доченьки? У старшей. Во-первых, сколько им сейчас? Сейчас дочерям 9 и 6. Слава Богу, когда мы переехали, каким-то чудом я получила путевки в сад. Ну, обычным путем. Хотя мне все говорили: боже, ты где-то там кого-то... Да никого не подкучала. Просто так сложилось, что получилось. У меня в течение недели, в июле устроили... Возле дома? Не сильно возле дома, но сад просто, ну, очень хороший сад, где внутри уже логопеды, не надо было куда-то детей водить, все внутри. Есть логопедическая группа, где ставили звуки, театр внутри же своего сада, который представление по весне там целые спектакли давали. То есть Викуля чуть-чуть там немножко было психологически ей тяжело, она уже начала формироваться. И все. И получается, полгода на адаптацию, и она в школу пошла. Младшая в прошлом году выпустилась с сада, и она тоже в школу пошла. Теперь в 3-й и 1 класс. Ну, то есть хорошо Хорошо, они занимаются спортом, то есть им нравится, климат хороший, то есть мы можем и зимой, и весной, и осенью гулять, и очень важно. Ну да, да, важно. Ну, вообще гораздо важнее, конечно, чтобы мама была счастливая и реализованная. Это точно. А скажи, пожалуйста, вот если ты взяла такой псевдоним и при этом хочешь масштабироваться, то сразу вопрос: будет ли что-то якутское, что-то этническое, с отсылкой, да, все-таки, ну, псевдоним такой. То есть я понимаю, если бы это была просто «да-я», например, да, то можно было что-то нейтральное делать. А тут как будто бы все равно с претензией на то, что я носительница определенного кода культурного. Я скажу больше, что уже даже через мою интонацию, через мою речь уже идет своя аутентичность, своя этническая принадлежность. И все это уже настолько пропитано. И даже если я буду петь джаз, он все равно будет с якутским колоритом. Вот этот йодель, наш кылгах, да, он есть. Это люди учатся специально этому. А мы, каждый 3-й якут... Носитель, да? Да, носитель этого прекрасного вокального приема. Уже в этом есть моя изюминка. Я считаю. То есть не обязательно... Нет, я считаю, что нет. Но, может быть, будут какие-то моменты фолк, якутского фолка, но оно будет все равно приджазованное. Приджазованное. А язык какой? Ну, с каким-то... Кстати, очень часто, даже я консультировалась по поводу своих песен на якутском языке, я хочу вообще их по-новому выпустить. И мне сказали, все равно какую-то часть мы оставим якутской. Да. Интересно. Да. Поэтому это все равно сахалы с якутским текстом. Что-то интересное будет. Когда будет? Сейчас вообще уже идет работа над русскоязычным альбомом. Знаешь, какую я фразу услышала недавно? Сказали, мы вспоминали творчество Батыра Шукенова и сказали: боже, какой он потрясающий музыкант, вокалист и вообще как человек он. И жалко, что у него весь альбом был на казахском, сказали. То есть мы хотели бы больше его слушать, а все на казахском. И в этот момент я поймала, что а почему у меня все песни-то на якутском? У меня же на русском мало, совсем мало. Я подумала, что вот с таким колоритом, со своими вокальными данными... Слушай, а это интересно. Это очень интересно, потому что мир знает огромное количество, допустим,
этнических грузин, Мгм. да, Да. которые при этом исполняют джаз Конечно. англоязычный. Да. И они при этом вносят что-то такое свое, хотя поют не на своем языке. Мгм. И тот же самый Батырхан. И Мгм. вообще казахи, Да. казахские исполнители, когда они же звучат как-то особенно, даже если исполняют на русском языке. Да, да. И вот у меня так же. Я все равно вношу свою изюминку. Англоязычные песни тоже у меня идут со своим якутским колоритом. Поэтому Слушай, вот. как интересно. Это, с одной стороны, сложно, потому что сложности вообще самоидентификации, я думаю, они свойственны любому человеку, думающему и ищущему, у которого хотя бы две крови замешано. В твоем случае, я не знаю, ингушам место останется, нет? Хоть чуть-чуть. Но не знаю. Я же все равно воспитывалась в совершенно другой культуре, и оно в приоритете, потому что, не знаю. Я всех уважаю, всех принимаю, но то, что я чувствую изнутри, никак не поменять. Все-таки татта, да? Татта. С моей татой очень много, очень теплые отношения у меня с моей малой родиной. Они просто очень гордятся, всегда радуются. Вот у меня как будто большая семья, вот весь Улус Татинский. Мгм. Вот это вся моя родня. И они вот, когда меня видят, они все там: ой, Дашенька Кальбейт, там, наша Дашенька приехала. Вот всегда теплота. Я никогда не видела, чтобы кто-то на меня злился или что-то. Всегда это вот теплое, такое родное. Даш, ну вот ты так много, так тепло говоришь о родине, при этом находишься довольно далеко, но формировалась ты в этой Кёле. Да. Буквально в двух словах, каким ты помнишь свое детство? Ой, у меня тяжелое детство на самом деле. Наверное, совершенно непростое. Но именно то окружение, которое было в театре, да, то есть для меня народный театр — второй дом. Бывало такое, что я на Исах приезжаю, я даже домой не успеваю заехать, я просто сразу еду в Алас. Что тебя связывает с театром? Как будто бы я очень много времени и наполнения я получала именно в театре, когда я Ты танцевала. играла, танцевала? Я танцевала в народном ансамбле танца «Дружба». Мгм. И так как в семье я не всегда, я старшая дочь в семье, очень много нагрузки было на мне. И очень непростые периоды я прошла. Я бы еще об этом много чего сказала бы, но я расплачусь и не смогу даже сформулировать все, что было в моей жизни. Но тепло всегда шло от народа. И вот эта поддержка моего народа, они видели, как я расту и как я стала петь, да, то есть меня никто не поднимал, и все собственным трудом, через общение, через человеческие качества я пришла к этому образу, к этому статусу, и это, наверное, очень ценится. Почему-то под прицелом, видимо, была, потому что они реально видели, как я расту, кем я стала. Ой, ну я представляю, какая ты была звездочка. Нет, я совсем не звездочка была, Да? я не солисткой была, я совсем такой немножко зажатый ребенок была. Хотя я шустрая, но это уже в подростковом возрасте я немножко начала раскрываться благодаря поездке во Францию с моим ансамблем «Дружба». Очень переломный момент. Я хочу поблагодарить даже своего руководителя, которая взяла нас с братом. Это для меня реально был очень важный период, когда я просто перестала плакать. Я очень плаксивым ребенком росла. Чуть что там плачу, все время боль какая-то выходит. И после поездки во Францию я очень уверенной стала. Никто уже меня даже не обижал. То есть... А как ты думаешь, это случайно так получилось? Или в этом есть какая-то предрешенность, что ли? Часть твоей судьбы? Скорее всего, часть моей судьбы. Потому что могли взять только одного из нас. Либо меня, либо брата. А взяли двоих? Двоих. Кого-то оставили, а нас взяли. Мы по росту просто. Там нужно было прямо четко по росту, чтобы все были одинаковые. И я попала, считай. Но мы пока готовились, занимались, мы чуть-чуть даже подросли. Там потом Сима Петровна Толстякова здесь гоняла нас в Якутске. Сидорова! Ругались только так. Но мы 1,5 месяца здесь готовились. И потом полетели во Францию. Это самый запоминающийся
момент из детства, такой позитивный. Знаешь, я обычно в конце встречи прошу пожелания какие-то озвучить, но от тебя знаешь, чего хочу? Если Давай. сможешь, конечно. Если сможешь, если ты сама это понимаешь. Есть ли какой-то секрет твоей силы? Вот мне кажется, в тебе столько силы и столько вот какого-то постоянного преодоления, какой-то код преодоления в тебе присутствует. Есть. Да? Ты знаешь этот секрет, или ты пока его не можешь сформулировать? Мне даже кажется, это специально мне дают, чтобы я больше внутренне выросла. Но секрет, я подумала, что, скорее всего, вот, тестирую же разные упражнения, инструменты беру, чтобы каждый раз не впасть в депрессию, да, какие-то жизненные свои эти эмоциональные качели, а больше в духовность ушла. То есть я прокачиваю себя за счет пения. Даже элементарно, если износ, внутреннее истощение, как я сказала, я через творчество наполняюсь. Или я даю возможность прочувствовать себя. Я еще иду, я не до конца еще прочувствовала себя. Еще нужно будет понять, как я хочу, где я хочу, а подходит ли или не подходит. Наверное, вот через духовность говорю, через работу с внутренним «я». Угу. Да, то есть больше понимать себя, не предавать себя. Как только я начинаю предавать себя, где-то даю не тот «да» ответ, да, если мне особо не хочется, и я говорю «да», то оно все равно мне потом прилетает. Поэтому здесь важно понять, надо мне, не надо, нужно, не нужно, стоит, не стоит. И вот чувствовать, если интуиция подсказывает, что тебе сюда нельзя, я прислушаюсь и не пойду. Может, я сейчас поменялась, и очень много людей даже от себя чуть-чуть отстранила, чтобы погрузиться в себя. И я за последние 43 года впервые поняла, что я верю в себя и в свои силы. Представляешь, я сколько сделала за все эти годы, но я все равно где-то неуверенно шла. Я привлекала людей, которые могли бы мне помочь, что-то там сделать. А потом, сложив все воедино, я поняла, что я, оказывается, все могу сама. А почему я где-то была не уверена? Ну, просто внутренней опоры не было. Можно ли тогда сказать, что секрет силы Дарьи Котиевой в том, чтобы творчески реализовываться и бесконечно верить в себя? Да. Хочется пожелать, чтобы они не переставали верить в себя, пробовали все инструменты для того, чтобы... Какие могут быть инструменты? Это может быть вокал, это могут быть какие-то, не знаю, направления йоги. В общем, искать, пробовать, чтобы понять себя. Чтобы мы понимали, вот этот инструмент меня наполняет, да, я найду в себе силы это все делать. Многие же обращаются за уверенностью, а все в нас. Все в нас, и если мы понимаем, да, я это могу и делаю, то все равно все получится. И не переставайте верить в себя. Прокачивайте внутреннее «я» и знакомьтесь с собой. Вот это вот самый главный человек, которого мы должны знать. Прям вот есть я люблю это, хочу так и буду делать так, чтобы никто не смог вас увести в сторону. Верить и уплотнять свою внешнюю опору, чтобы среди вас были люди, которые слышат и верят в вас, и всегда рядом с вами. Мне кажется, самые важные слова прозвучали. Спасибо за них, Даш. Тебе спасибо за приглашение. Очень, очень уютно, тепло, и я рада, что здесь, и рада, что пришла к тебе в гости.